Старейшей школе Улуса и Республики Верхневилюйской средней школе номер 1 имени Исидора Барахова в 2026 году исполняется 150 лет. Имя выдающегося государственного и политического деятеля, первого председателя Молодой Советской Автономной Республики Исидора Барахова школе было присвоено в 1957 году, сразу после его реабилитации. Именно эта школа, одна из первых, начала изучать основы машинотрактороведения, радиоэлектротехники, киномеханики. Здесь же открылся первый в республике физико-математический класс, первый в Улусе Саха английский класс и классы с углубленным изучением якутского языка и литературы и национальной культуры. С 2015 года частыми гостями школы становятся носители английского языка, иностранные студенты СВФУ. В 2020 году состоялся первый выпуск фирменного предпрофильного класса физико-математического, биолого-химического направления и углубленным изучением английского языка. Все это связано с большим трудом и усердием наших учителей. Их глубокие знания своего предмета, компетентность, саморазвитие напрямую влияют на формирование личности учеников. В этом году в нашей школе всего 638 учащихся. И в этом учебном году у нас работает 60 педработников. Из них 24 учителя с высшей категорией, 19 учителей с первой категории. И мы считаем, что это свидетельствует о высоком профессионализме нашего коллектива. Также среди педагогов 5 молодых специалистов, которые только начинают свой путь в профессию учителя. Лингвистическое образование, чуть позже он писал. К литературному образованию, творчеству Гончаров обратился в годы университетской учебы, последовавшая за окончанием университета служба в канцелярии Симбирского. Всегда с самого детства я хотела связать свою жизнь с такой профессией, которая приносила бы людям пользу. На мой взгляд, профессия учителя одна из самых благородных, ведь учителя не только обучают детей, но еще и формируют у них жизненные ценности, убеждения, взгляды. Да и в целом после 6 лет работы в школе я могу сказать о том, что мне очень интересно работать с детьми. Приятно видеть их прогресс, успех и становиться свидетелем их взросления. Я училась в Северо-Восточном федеральном университете на филологическом факультете, окончила в 2019 году и сразу после окончания сюда приехала работать, в мое первое место работы. Конечно, вот в профессиональном плане есть прогресс, я сама это замечаю. И что касается ожиданий, ожидания у меня были самые хорошие, лучшие. И, можно сказать, ожидания мои оправдались. В первый же год работы в составе школьной команды вместе с учителями мы приняли участие в метатурнире. Это был районный этап метатурнира. Здесь мы заняли первое место, потом поехали принимать участие уже на республиканском уровне. Там тоже заняли 3-е место. И мы должны были поехать еще принимать участие на российском уровне, но поскольку вот это был 2020 год, случился ковид, и, соответственно, все отменилось. Вот. Также помимо этого в конкурсе Үрдүк-Дабан, который ежегодно проходит в селе Харбалах, неподалеку отсюда, в нашем районе, для молодых педагогов со стажем до 5 лет, я там принимала тоже участие. По-моему, 2 года подряд я принимала участие и занимала 2-е место, потом стала обладательницей номинации. В сути преподавания у меня особо ничего не поменялось, в представлении я имею в виду, но с началом работы я для себя определила, что важнее всего надо быть понимающим, добрым и, самое главное, человечным учителем и стараться держать с обучающимися теплые и доверительные отношения. Мне кажется, это самое главное в преподавании. На первых порах, когда я только сюда пришла работать, я испытывала такие небольшие трудности при распределении времени,
поскольку, как мы знаем, учитель помимо проверок тетрадей, подготовки и проведения уроков, еще и должен заниматься подготовкой учеников к разным конкурсам, олимпиадам, научным конференциям. А это требует очень большого внимания с нашей стороны, силы, труда, времени. И в самом начале для меня вот в этом плане было немножко сложно, но потом вот то ли я привыкла, то ли я набралась опыта, сейчас все хорошо и я справляюсь. Я сама являюсь классным руководителем 10 Б-класса, веду их с 5 класса. Сейчас обучаются в нашем классе 21 ученик, из них 14 мальчиков, 7 девочек. Себе молодой я могла бы сказать, хотела бы сказать, чтобы не боялась ошибиться, чтобы была готова к разным ситуациям, также грамотно распоряжалась своим временем и, самое главное, оставалась доброй и понимающей. Первый вопрос, который я вам задаю, так, по этой сказке, да? Так, называется «Как звали царя?» Подчеркиваем, обязательно подчеркиваем. Я сама бараховец, потому что я училась в этой школе, конечно, в старой школе с 1 по 10 классы. Потом поехала поступать в Магаданский педагогический институт на учителя русского языка и литературы. Окончила заочно, конечно, и с 1981 года я уже работаю по профессии учителя. Свою работу я начала в кыргызской 8-летней школе. Тогда она была только 8-леткой. И я помню свой первый урок. Пришла в 8 класс. Что так быстро что-то сказала. Это я помню. И вышла. И потом я, оказывается, тогда не знала, как надо заполнять поручные планы. Как писать урок, вообще не знала. Вот тут моя коллега есть, Наталья Матвеевна Васильева, она работает в нашей школе, учитель начальных классов, и вот она научила меня, как надо писать поручный план. Потому что в институте этому нас не учили. И потом я работала в нескольких школах, в Арасунской школе, Тоякунской школе. И вот в родной школе почему-то, вот я так мечтала работать в своей родной школе, но я всегда как-то вот боялась. Она такая большая для меня, трехэтажная. И тогда думала, ой, наверное, в этой школе работают особенные учителя. Особенные, может быть, я недостойна, да, может быть, считала я тогда, да. И я так мечтала. И вдруг, когда я работала в Браканской школе, мне позвонила моя коллега Мария Александровна Николаева и сказала, что в школе имени Барахова есть место учителя русского языка и литературы. И вот сюда приехала, это было, даже не могу сказать, какой-то год был, да, и больше 1999 года я приехала из Браканской школы и до сих пор тут работаю. Отношение к детям тоже, оказывается, бывает разным. Ну, она все равно строже, но как-то все равно как-то вот мягче. Ты выступаешь уже в роли бабушки. Я, например, так смотрю на своих детей, на своих 8-классников, вот эти 5-классников, которые мне в этом году дали, да, и вот для них я в основном как бабушка. А сейчас мои первые ученики, они когда учились вот в кыргызской школе, им уже по 50 лет, они уже дедушки, бабушки. В этом учебном году по программе «Земский учитель» устроился на работу новый математик Тимофей Тимофеевич. Договор подписан на 5 лет. Стаж его работы 13 лет. Амбициозный молодой специалист сразу влился в новый коллектив и получил уважение среди учеников. Впечатление
Первый месяц работы. Школа большая. Мы впервые в такой большой школе работаем. Много детей. Мне дали 5А, 7В, 8А и 9В. 4 класса. По часам 24 часа и 8 часов дня аудитории. Жена тоже учитель математики. И у нас 3 детей. Старший сын учится в 7 классе, младший сын 5 класс. В этой же школе. И дочка ходит в детский сад. Через любые две точки можно провести только одну прямую. Я окончила Институт математики и информатики в 2013 году и вместе с мужем переехали в его родное село. Там я проработала более 10 лет, сначала педагогом-организатором, потом последние 4 года уже по своей специальности учителем математики. Конечно, трудности бывают у всех, и через них мы учимся, набираемся опыта и становимся мудрее. Сейчас мы решили поставить себе задачу набраться нового опыта в большой школе, развиваться дальше. Я благодарна за программы, которые поддерживают сельских учителей и помогают молодым специалистам проходить в школу. Чем больше таких проектов будет, тем и, наверное, престижнее станет наша профессия. Коллектив встретил очень хорошо, очень большой, дружный коллектив. Все стараются поддержать, помочь советами. Это очень приятно. С праздником всех учителей! Пусть ваша работа всегда приносит радость и вдохновение. Сегодня школа является образовательным учреждением с углубленным изучением отдельных предметов. Ученики бараховцы успешно выступают в предметных олимпиадах, научно-практических конференциях, спортивных соревнованиях всех уровней. Школа живет насыщенной жизнью, по праву гордясь успехами и победами своих учеников, выпускников и учителей.